Следующий дворец – это дворец индийского Раджи. Богатая природными ресурсами Индия всегда была крупной торговой державой. Из Индии вывозились пряности, благовония, экзотические животные, драгоценные камни. Дворцы правителей отличались экзотичностью, богатством декора, обилием золота и красок. Интерьер дворца Раджи очень яркий и нарядный. Главной частью интерьера является алтарь, а в алтаре стоят фигурки 3 божеств. Это Лакшми, богини изобилия, процветания, богатства и счастья, Хануман, чтимого в индуизме обезьяноподобного божества, а также Ганеш, слоноголового бога мудрости и справедливости. Также в алтаре находятся различные предметы для подношений. Это чаши, подставки под свечи, гирлянды из цветов и оберегов. Гирлянды из оберегов состоят из фигурок слонов, животных, птиц, рыбок, а также обязательно колокольчиков. Считается, что обереги защищают дом от злых духов и демонов, а благовония очищают энергетику дома. Нужно сказать, что чем красочнее и богаче украшен дом, чем больше в нем подношений в алтаре, тем престижнее он считается. Жители Индии уверены в том, что их дом надежно защищен от завистников и прочих недоброжелателей именно благодаря наличию алтаря. Индия – это очень древняя религиозная страна, и здесь очень много различных религиозных направлений, которые иногда противоречат друг другу. Брахманизм, сикхизм, буддизм, индуизм и другие. Религиозные обряды можно проводить дома, в индуизме, либо в одиночестве, либо в присутствии немногочисленной родни или друзей. Дворец Раджи представляет собой белое парадное здание, состоящее из 4-гранных башней гопуров. Внутри находятся 2 полузакрытые беседки, 2 открытые террасы и внутренний дворик. Купола со шпилями у основания прямоугольные, напоминают паланкин на спине слона чакри. Во дворце представлена национальная одежда индийская. Женская одежда представлена сари, это традиционная одежда индийских женщин, а мужской костюм дополняет челма, которая подчеркивает социальный статус мужчины. Также в залах представлены различные атрибуты, аксессуары, присущие индийской культуре, и декоративные элементы. Главную аллею дворцового комплекса украшают различные скульптурные композиции. Перед нами колесо сансары, это символ перерождения, круговорот жизни и смертей для очистки кармы. На спицах изображены 3 праведника и 3 грешника, а в центре свинья, петух и змея, ловящие друг друга за хвост. Далее индийская корова, священная в индуизме животное. Следующая композиция – это слоноголовый бог мудрости и справедливости Ганеш, Вишну, верховный бог в индуизме, танцовщица в национальном костюме и другие скульптуры.